Ухтинские дачники из сообщества «Аэрофлот» жалуются на свалки. И это при том, что договор на вывоз мусора у них заключен. Ситуация в этом году возникла впервые. Почему так вышло, выясняла Виктория Науменко. Переполненный бункер, горы мешков с мусором, неприятный запах, грызуны. Две свалки на территории дачного массива на въезде и около автобусной остановки люди наблюдают с начала сезона. С апреля, наверное. Как стали ездить, так она и стоит. Вот эти вот баки еще выгружают, вывозят, а тут все остальное. Только знаю деньги собирать, а вот видите, что творится. Позорище, крыс сколько, мышей, все сюда. Ой, а там еще больше. При этом, как говорят дачники, в этом году они продолжают исправно платить за уборку мусора по 200 рублей с человека за сезон. По их словам, договор о вывозе отходов у них заключен с региональным оператором «Севера». Мы уже не один раз обращались в администрацию нашу, СОТ «Аэрофлот». Никакой. Сказали, это не наше. А чего мы не знаем. А мы заплатим по 200 рублей с каждого. Это они нанимали каждый год, это первый год такой у нас. Руководство регоператора комментирует ситуацию так. С ними председатель дачного сообщества «Аэрофлот» заключила договор на вывоз отходов только в середине июня. При этом в целях экономии было решено вывозить только содержимое контейнеров. После первой уборки 21 июня, когда контейнеры освободили, а куча мусора рядом осталась, решение председатель сообщества пересмотрела и согласилась на вывоз и остальных отходов около автобусной остановки. А вот со свалкой на въезде в дачный поселок ситуация сложнее. Если первое официальное, выбранное самими дачниками место сбора отходов, то вторую председатель сообщества признавать отказывается, считает несанкционированной и требует, чтобы ее вывез собственник земельного участка. В данном случае муниципалитет. Увы, эта красноречивая надпись на людей не подействовала. Свалка образовалась прямо в нескольких метрах от нее. Причем здесь региональным оператором договор пока не заключили. И сколько здесь пролежит мусор, пока неизвестно. Впрочем, оговоренный законом срок 30 дней с момента фиксации свалки, а свалка уже задокументирована. За это время собственник участка должен ее убрать. Если не уберет, а так бывает очень часто, будет ликвидировать регоператор, но расходы взыщет собственника в судебном порядке. Кстати, случаи со стихийными свалками на дачах вблизи дачных массивов бывают каждый год. Главная проблема в том, что некоторые дачные сообщества в целях экономии не заключают договор на вывоз отходов с регоператором, а действуют другими методами. Здесь может быть несколько вариантов. Один из них – это заключить договор с каким-нибудь так называемым серым перевозчиком, который непонятно также, куда повезет эти отходы. И просто могут вынести куда-нибудь либо в лес, в ближайший массив, либо повезти, такие более сознательные, себе возле дома на свою контейнерную площадку. Оба варианта незаконные. Отходы следует вывозить на полигон по специальным талонам, которые так называемые серые перевозчики, как правило, не приобретают. Как результат, свалки в лесах, которые в итоге все равно убирает регоператор, взыскивая расходы собственников земли через суд. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.